Чистим систему EGR на филдере вот таком. Машинка плохо ехала. Ну, то есть едет где-то 120, больше не едет. Заезжал он к нам на диагностику на днях, ну и потом решил почистить систему EGR. В общем, у него дроссель был очень сильно грязный, в хлам прям. По клапану, можно сказать так, еще не сильно был забитый прям, чтоб в хлам. Ну, грязненький был, конечно. Сейчас Макс все собирает, прокладки новые поставили. Будем пробовать данный аппарат. Может, поедет. Вот такая Honda Fit Shuttle у нас сегодня еще обслуживается. Чистка дроссельной заслонки. Масляный сервис будем проводить. Будем промывать масляную систему специальным средством. 109 премиум. Буду ее испытывать. Ну, хорошая вещь. Масляную систему помоет хорошо. То есть смотрел после эндоскопии, как двигателя какие чистые после нее. То есть вообще люто отмывает хорошо. Лучше, чем старая 109. О, обороты принял. Рабочие. Сейчас, правда, подобучится. Сливаем старое масло. Заливаем 109, моем час. Ну, и свежее масло. Неплохо работает. Неплохо работает вообще. Клапанишки даже не стучат. Ну, чётенько вообще. Короче, батарейка умерла по простой причине. Вот такая вот шуба здесь была. Вот она. Кулер засранный. Вот она просто закрыла поток воздуха и все. И она ловила перегревы. Вот такая вот шуба. Этот кулер в жизни никогда не чистили. Да и батарейка, по-моему, никогда в жизни не снималась. Контакты вот такие вот, аж черные все. Вот такие вот пятаки грязные. Здесь они вообще все зеленые. Жесть, конечно. Подключил 8 батареечек. Проверяю первую партию. Пошли графики у меня. Пошел заряд, разряд. Сейчас будем выявлять емкость этой батарейки. Посмотрим, какие у нее. У нее получается вот эти две пары сильные, остальные уже пошли слабые. Здесь тоже, по-моему, 3 пары сильные, остальные слабые. Короче, середина у него просевшая. Поэтому сейчас будем выявлять, какие у нее края, какая у нее середина. От этого отталкиваться. Потом будем смотреть, какие батарейки будем туда подкидывать. Батареечка в ремонте. В общем, на этой акве вся практически батарейка мертвая. Здесь у нас вот такие вот процентности идут. Края сохранились. 82%, 75, 67, 59, 44 и пошли 42, 40, 34, 41, 34, 30, 26, 25. Вообще мертвые вот эти вот. 37, 41, 43, 55, 66, 80, 92. Короче, вот эти вот оставлю 3 элемента. И с краю тоже вот эти вот 3 элемента оставлю я. Вот, где-то так вот. И воткну сюда я где-то примерно по 14 элементов. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 элементов я воткну сюда. С контрактной пачки. Буду дербанить контрактную пачку. Вот она у меня последняя. Пойдет она у меня в разбор. Потому что не особо желания нет ни у кого покупать 70% батарею почему-то. Ну, она в принципе вся 0,10. Сбалансированная хорошо. Ее сейчас хоть час втыкай, в принципе, да, едь. Вот. Но как-то так, в общем. Будем ее продавать. В общем, буду втыкать сюда 14 элементов. Вот по такой процентности. 1, 80, 77, 75, 72, 79, 75, 76, 72, 73, 72, 73, 71, 77, 70. Вот. 70-ки, короче. Ну, близкие к 80-кам. Тут тоже есть 79. Вот такие элементы. 70-80 будут элементы такие сюда ставиться. Убираться будут вот эти вот плохие элементы. И эта пачка сейчас сюда заедет, короче. Вот. Все, и будем собирать батареечку.
Все, вот она, вот такая пачка получилась. 92, 80, 66. Это вот старые элементы. 80, 77, 75, 72, 79. Это мои пошли элементы. 75, 76, 72, 73, 72, 73, 71, 77, 70. 67, все, твои пошли элементы. Оставил вот эти вот. Раз, два, три. 67, 85 и 82. В общем, они... Вот такая пачка будет. Практически вся 70% у тебя будет совокупность. И она сейчас будет вся ровненькая, эта батарейка. У нее вообще классный разбег будет сейчас. И за такой батареей только следить надо будет, и все. От пыли, пыль чтобы не попадала, продувать почаще, обслуживать контакты, следить за контактами, и все будет хорошо. Контакты вот твои отмачиваются, они в специальном растворе уже сутки стоят. Они уже сейчас, скоро буду их чистить. Сейчас еще их закину в ультразвуковую ванну, там почистятся и будет круто. Посмотрим, потом покажу результат по контактам. Попробовать почистить контакты в ультразвуке после отмачивания. Вот такие они грязные, ну еще не сильно чистые, но уже химия сделала свое дело. Сейчас я их сюда засуну. Мы их немного поотмачиваем. Твоя батареечка, смотри, у тебя получается края послабже. Вот видишь, да, как горочкой она идет. Середина мощнее. Вот у нее получается тут вот 60, 80, 90, а тут уже 90-ки пошли. Середина. Потом тут 80, 60. То есть края слабже, серединка сильнее. Но края почему слабже? Я оставил, потому что твои батарейки там, вот эти, которые там 6 батареек, они в краях. Мои батарейки, вся середина работает четко. Разница вот 33, но это нормально вообще. По идее, для горки это отличный результат. Когда она выровняется, она где-то будет в районе там 0,20. Вот так вот. Может даже меньше. Вон батареечка у тебя, смотри. Уже 14 вольт почти, что самая крайняя. И разница всего 20 с копейкой. Сейчас еще меньше станет, наверное. Ну, сейчас какая-то одна отколется. Вот эта первая уйдет. Она минимальная. Вот она сейчас отколется. И мы посмотрим, какой график будет. Мой коллектор снимать нет? Да, конечно. О, 0,6, 0,5. О, вот это тоже крайняя. Ну, короче, крайний, слабый, самый крайний. Короче, как надо сделано вообще все. Сейчас буду останавливать разряд. Оп, первый пошел. Чик. Второй пошел. Все. А эти будут мощные. Видишь, края слабенькие, середина сильная. Графики все ровненькие, четкие. 6 минут почти что она выдержала на просаде. Даже больше, 7 минут. Результат просто... Батарейка у тебя будет вкусная. Просто вкусняшка. Вот такая красота. Получилась хорошая батареечка. Сейчас я ее соберу. Контакты все новые. Как будто бы. Вот я их почистил так. Макс тут уже откручивает ЕГР. Будем чистить клапан. После обеда привезет хозяин антифриз новый. Мы заменим в обоих этих контурах антифризы. И будет машинка четко обслуженная, будет бегать. Кулер надо вот еще подготовить. Кулер грязный. Сейчас будем его чистить. Макс открутил заслонку. Заслонка очень грязная. Вот. Коэффициент заедания, вон он. Все черное. Сейчас снимает клапан ЕГР.
Все, пропылесосил салон. Вот так вот все чисто уже. Было очень много пыли и грязи. Слоями просто земля была, на песок. Все подготовил для установки ВВБ. Батареечку уже собрал, сейчас будем ставить. Макс он тоже дособирает уже ЕГР. В принципе, нормально все. ЕГР эти грязный показать уже не смогу. Макс уже его помыл. Я не успел отснять этот момент. Вот, а так вот чистое все, вот, все чистенькое. Чистый показать. Ну, чистый покажем, да, вот он. Все, Макс все отпидорил. Сейчас ставить новые прокладки на сам коллектор. Вот. Дырки уже чистые. Так что все нормально. Ставим его уже. Кто подустал собирать эту акву. Вообще. Вот так, в общем-то, все готово. Все собрал. Батарейку поставил. Сейчас Макс дособирает ЕГР. Поставить дроссель. Будем заводить, пробовать. Ну и это самое. Ждем хозяина с антифризом. Все, аква работает. Завели машинку. Сейчас обучит дроссельную заслонку и все. Будем готовиться к замене антифризов. Загнал своего красавчика. Тоже обслуживать решил перед зимой, да? Ну. Вот как надо ухаживать за своим автомобилем, ребята. Вот так вот мы ухаживаем за своими автомобилями. Учитесь. Двигатель чистенький. Муха не сидела. Ну. Чистота, порядок. Вот как надо. Масло что, менять будешь? Да. Масло заливает Моли Грин премиум. Вот какое масло чистенькое. Отбежало 5000. Больше. Больше даже? Больше. Ну вообще четкое. Движочек чистенький. Все, жидкость тормозную же ты тоже менял, да? Я помню. Здесь два суппорта. В общем, у него тут проблемы по ходовке, да? Немножко биение есть, да? Ну я рулевой наконечник поменял. Вот этот. Хоть все равно стучит. Стучит. Но это у тебя тяга рулевая. Надеюсь, это тяга. Это А тяга. если сейчас не тягу Не-не. новую поставлю, не будет стучать, значит тяга. Это а тяга. если будет стучать, значит рейка нахуй. Не, не рейка. Тяга это. Я даже вижу уже. Тягу такую купил, короче. Менять тягу нормально пройдет. Автогруппе. Сетеровскую. Да. Они что-то печальные стали, если честно, эти запчасти. Полторашка, 150 скидка. Да? Ну, нормально. Ну попробуешь, ладно. Ну, Ну, линки мне их уже не нравятся, сетерошные. Говно. Полное. да. Угу. Не знаю. Эти масумовские линки намного серьезнее. Как-то так. Ну а что сказать? Машинка вот такая. 18-й год, гибрид. Робот обслуженный. Макс сам обслуживал себе лично подшипник выжимной недавно. Все работает, все хорошо. По своей машине тоже могу сказать, что она вот всегда у меня вот в таком виде. Всегда чистенькая. В идеале все, да. Тоже вся обслуженная. Масло меняю по регламенту. Каждые 5000 километров заливаю Моли Грин. Тот же самый премиум. Вот. Такой немножко обзорчик сделаем. Как мы обслуживаем свои автомобили. Не только чужие. Мы ко всем автомобилям относимся ровно одинаково. Что чужие, что не чужие. Нам без разницы. Мы делаем все по-человечески. То есть антифризы я поменял. Масло тоже у меня Моли Грин. Вот такое чистенькое масло. Ну, ему фигня, ему оно отходило где-то 2000 примерно сейчас. Я 2000 где-то на нем отъехал. Я с Владивостока приехал, сразу масло поменял. Это был июнь месяц, но вот до сих пор масло вот такое. Жидкостя тормозные поменял тоже. Антифризы мененные у меня. Вот, ну, тут машина 53 тысячи километров всего. Здесь вообще особо ничего. Масло в коробке я еще летом перед Владивостоком поменял. Залито везде. И в заднем редукторе, и в переднем редукторе у меня тоже масло заменено. В общем, как-то так вот. Батареечка здесь тоже хорошая, обслуженная, все. В общем, обслуживаем тачки свои вообще четко. И у нас все хорошо. И будут эти машины как новые у нас.
Вот как-то так. Всем советую. И всем советуем делать точно так же, потому что машины эти сейчас нифига не дешевые. Они стоят каких-то космических денег. И чтобы потом вот так относиться к машине, купить за 3 миллиона и просто не ухаживать за ней, ездить за ней, ну как, грубо говоря, там землю возить в ней, в этой машине, это вообще не вариант. Как бы все должно быть четко. Защита везде должна быть. Броню советую ставить металлическую, конечно, у нас в Якутии, в регионе. Но ставьте ее грамотно. Как мы показывали как-то, вот, что у нас приезжают, просто не умеют ее ставить броню. Либо сами устанавливайте, либо отдавайте профессионалам конкретным. Просите, чтобы ее сделали профессионально. Вот. Как-то так. Ну а так, всем пока. Любите свои автомобили, обслуживайте. Че, вышиб, что ли? А, болтается. Это он, походу, исключил. Болтается он, да, биение есть. Да, это он. Ну, ходовочка что-то это, да? Ну, сколько ты уже ездишь? Ты же не менял, ты его как пригнал с Владивостока? Ничего же не делал же. Ну, я уже съездила, сколько, считай. Вика гоняет недолго. Ну. Нормально. Ну так, по гравичке, ну нормально походила, но неплохо. Ну. С Владивостока, считай, приехала, да? Я Нормально. медленно не ехал нигде, нахуй. Явно, нахуй. Яму где-то там такую поймал, он... Ебать, аж подлетел, нахуй. Ебать, где-то 140, наверное, шел, нахуй. Фу! Ебать! Ну она такая устойчивая, заебатая. Ну да, рулится она Мне хорошо. нравится, как она устойчивая. Honda рулится четко вообще. Тут не поспоришь. Ходовка хоть и жестковата, но в повороты входит она, ой-ой-ой, как круто. О, Макс, что еще? Губу себе поставил. Ну, этот вообще бампер у него РСный, да? Да, вместе, он вместе с... Сколько ты отдал за шофером. него? За РС? 25? Ну, 25 это чисто пластик. А, Ну, ну. не крашеный, ничего. О, привезли мне на эвакуаторе инсайта такого. Будем сейчас менять кулер. Хорош, нормально. Сейчас будем менять кулер. Говорит, разрядилась машина совсем. Аккумулятор разрядила в ноль. Все. Сейчас будем делать. Короче, дербаню салон на инсайте. Машина вообще грамотно продумана как, а. Вот не удивляюсь, то есть не перестаю удивляться инсайту. Это реально был конкурент Приусу 30-му. Потому что у него все сделано так четко. Всякие вот эти вставочки уже у него покруче, чем на Приусе. У Приуса это все из материала сделано, а у него пластиковое, мощное. Багажник вообще мощный. Вот. В сравнении могу сказать. Батарейка у него вот она, литий-ионка. Вот. Сделаны всякие секретики. В плане того, что вот здесь вот штифт у него. Чтобы вот эту вот сидушку вытащить, у него штифт. А здесь у него вот это вот, она крепится на 2 болта. И все так круто, вот так вот все закрывается. Прям защелочки вот эти вот, липучечки, короче. Ничего нигде не видно, не торчит. Все скрытое, болты все скрываются. Пластиком все. Вообще классно сделано, короче. Даже у него замочки вот такие есть, короче. Вот, я могу вам сказать, качество Японии. Они даже вот этот замочек закрыли. Вот, его оттуда достаешь, там будет вот такой замок, короче. Вот, он тоже спрятанный, вот так, все аккуратно сделано, все. Вот это вот можно прям замок открывать и добираться дальше уже до чехла. И если это все не знать, где этот замочек спрятан, то ты тут долго будешь как бы разбираться со всем этим делом. Как это все открывается. Даже не поймешь, что это вот, по идее, замок. Как будто бы просто строчка, а на самом деле это замок сделанный. Поэтому вот такие мелкие нюансы, они говорят о том, что эта тачка сделана более чем качественно. По зазорам, по всем моментам она продумана идеально.
Поэтому Insight меня просто удивил конкретно, конечно. Поэтому эти машины любят. Их очень мало, конечно. Но эти тачки очень крепкие. Их очень любят. В Приморье и везде, по сути. Ломаются крайне редко. Но вот одна у них болезнь. Сломался кулер ВВБ. И при этом машина вообще не заряжается. Заряд не дает ни на аккумулятор, ни на ВВБ. Вот такие вот проблемы. Ну ничего, сейчас мы его вылечим. Вот купили контрактный кулер. Будем ставить, сейчас добираться до батарейки. Вот система охлаждения Honda Insight. Вот такой вот кулер. Он находится вот здесь, вот в крыле, рядом со стопаком. Получается правая часть. Не надо вот эту обшивку трогать, не надо батарею трогать, так как это не Fit Shuttle. Здесь все по-другому сделано. Здесь у него вентилятор здесь. Возле крыла находится. А у Fit Shuttle у него внутри батарейки прям тянет, короче, вентилятор. Поэтому система совсем другая. Разбирается все намного сложнее. Есть куча секретиков. Ну, секретики какие-то, ну, потайные всякие болты. Ну, я имею в виду, вот где вот сидушки откручиваешь. Там надо знать, как и что. А все остальное, в принципе, тут легко делается. Это у него обшивка просто на клипсах. Снимаешь ее, сдергиваешь, и все. Имеем доступ к этому кулеру. Вот пришел кулер, написано Insight по номеру 031А. Джей совпадает, все нормально, будем ставить. Вот, как-то так. Контрактная фишка, люди не заморачиваются, даже фишку берут, просто отрезают и все. В общем, вот такие вот дела. Сейчас перекинем, поставим и поедем. Вот и все, поменяли мы кулер ВВБ на Инсайте. Все поставил. Сейчас будем все обратно собирать. Такие вот дела. Вот. Сборки много будет сейчас. Все, заменил кулер, короче. Больше машину разгружал, чем кулер менял. Вот. Вся машина как бы завалена. Там тоже много чего было. Сейчас машина стоит на зарядке. Проверим предохранитель и будем ставить. Ну, заводить, пробовать. Все, покупайте свой аккумулятор новый. Везите мне срочно аккумулятор. Машина надо, чтобы уехала побыстрее. У меня тут еще клиенты должны приехать. Поэтому жду от вас аккумулятор. Вот на своем аккумуляторе подкинул, попробовал. Все нормально работает. И заряд идет, и все хорошо. Так что жду аккумик. Все, Insight починил. Insight от меня уезжает. Все нормально. Такие вот, ребята, дела. Работаем. Сейчас Везель приедет ко мне на обслуживание. Только русский человек начинает читать инструкцию тогда, когда понимает. Все, пиздец. Сломал.